Как можно так делать? Сжигали, не то что вот в этом подвале, я сама смотрела. Вот кровь выпеченная, кровь. Девчонку 22 года, с батареи, они выстрелили ее. Не хватает, выстрелили мать и женщины, соседи, вот очевидцы. Они ее забрали к себе в подвал. А потом другая идет партия, они всех соседей и мать всех вытащили из подвала. А потом они кричат, что вы делаете, там же девушка мертвая лежит. Хоть похоронить, хоть что надо людям. А они говорят, здесь смерть и воздух гуляет. И тут туда бросили гранату и сожгли подвал. Мать на следующий день не могла к подвалу подойти. Пошла потом, как-то успокоилась, солдаты ушли. Она когда пошла, она полу вся сгоревшая, и нашла волосы ее немножко собрала, и череп, и похоронила она с душой дочь. Так она окаменела. Даже родственница 18-летней девочки сожгли. Вот до сегодняшнего дня я собираю кости своей дочери. Вы ее похоронили, так совсем, наверное, и тела не было, да? Тело мешалось, пепел похоронить, в кастрюлю. Кастрюлю. Комментировать. Ну, после смерти уже сжигали. Мало было убить человека, сожечь дома, еще труп надо было обязательно сожечь, и чтобы не осталось следов. Поедемте на вокзал, да? Я не знаю, что это за люди были, какие у них сердца, которые мать их родила. Откуда они пришли? Они кололи сами себя, когда сжигали дом, пока дом этот не сгорел, они стояли и кололи сами себя и делали все вот это. Чтобы они встречали их. Дай такое пережили. Дай Бог, буду всю жизнь просить у Бога и молиться, чтобы вот эти политики почувствовали то, что сегодня почувствовали мы.